Со 2 апреля началось официальное сообщение грузовых поездов между Кашгаром, культурной столицей уйгуров, и Ташкентом, столицей Узбекистана. Примечательно, что этот товарный состав не проходит через Кыргызстан. Пройдя перевал Хоргоз в Восточном Туркестане, он проходит через Казахстан и достигает Узбекистана. Движение поездов открылось сразу после неожиданного визита в конце прошлого месяца секретаря партии Уйгурского автономного района Ма Синджуя в бывшей республике Советского Союза Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. По сообщениям китайских государственных СМИ, визит Ма Синджуя был направлен на укрепление сотрудничества в области транспортной инфраструктуры, особенно на ускоренное строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан между Кашгаром и Ташкентом. Делегация базирующегося в Турции Союза ученых Восточного Туркестана продолжает свой визит в Индонезию, чтобы рассказать индонезийцам о преследовании уйгурских мусульман в священный месяц Рамадан. Делегация во главе с Махмуджаном Дамаламом, вице-президентом Союза ученых Восточного Туркестана, и Абдуразаком Мукатом, генеральным секретарем Союза, отправилась в Индонезию 1 апреля, чтобы привлечь внимание к систематическому давлению Китая на мусульман. Мировое сообщество наказывает приложение TikTok, собирающее данные для спецслужб Китая. Управление информационной комиссии Великобритании объявило, что платформа TikTok была оштрафована на 12,7 миллионов фунтов стерлингов, это приблизительно 304 миллиарда турецких лир, по разным причинам, в том числе за неправомерное использование личных данных детей. Китай в очередной раз опроверг обвинение в том, что запускал шар-шпион в воздушном пространстве США, назвав полет беспилотника изолированным и неожиданным событием. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ответ на заявление Пентагона по этому поводу на пресс-конференции ответил: «Мы отвергаем искажение и преувеличение этого события». Между тем утверждалось, что китайский шар-шпион, который США сбили в воздушном пространстве 4 февраля, способен мгновенно передавать в Пекин разведданные, собранные с некоторых секретных военных объектов США. Индия заявила, что полностью отвергает этот шаг и раскритиковала Китай за его попытки переименовать спорные места между Китаем и Индией в штате Аруначал-Прадеш. «Это не первая попытка Китая, мы полностью отвергаем ее», заявил представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Бакчи после того, как Китай изменил название 11 мест вдоль спорного приграничного района в провинции. Китай более не признает суверенитет Японии над Курильскими островами, которые были предметом территориального спора между Японией и Россией, контролировавшей острова с конца Второй мировой войны. Президент Китая Си Цзиньпинь отказался от укоренившейся позиции Пекина в этом вопросе, воздержавшись от поддержки суверенитета Японии над островами во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в прошлом месяце, сообщило информационное агентство Киодо. Группа христиан, спасающихся от преследований со стороны правительства и религиозных преследований в Китае, была задержана в Таиланде в поисках защиты Организации Объединенных Наций. 63 члена Шэньчжэньской священной реформаторской церкви, сбежавшие в Таиланд из-за правительственных преследований и религиозных притеснений в Китае, и 2 американца, которые им помогали, были задержаны миграционной полицией в отеле в прибрежном городе Паттайя, Таиланд.